Ну вот мы и на реке. Заезжали в избу. Сели по бутику по-быстрому. Обедать не стали, ничего, потому что солнышко у нас вот уже на горизонте. Вот-вот оно сядет и будет очень-очень холодно. По-быстрому проверяем. Ну как получится, и посмотрим, что нам дал рыбный бог. Лед замерз за ночь. Даже не отогрелся. В течение дня ничего, отдолбим. Все. По-быстрому проверяем, снимаем, насаживаем, отпускаем. Поехали. Так, ну что, поехали. Первый продольник. Смотрим и удивляемся. Что-то небольшое. Что-то небольшое. Ёрш. И еще там ёрш, скорее всего. Вот два ерша. Два ерша, два ёршика. Так. А ерши у нас живцы. Так что... Кидаем сюда. И насаживаем. Кое-какие черви даже целые. Как ни странно. Ерши вообще-то долго не поживут. Смысла нет их. Да нафиг. Все равно сдохнут. Ладно, может не будет. Так, а здесь у меня, Вань, натяжка. Вань, натяжка есть. Сейчас посмотрим. О, блин, лед еще промерз. Так, смотрим. Что-то идет. Так, о, есть сижок. Отлично, хоть что-то. Так, червей даже не взял. Думаю, по-быстрому проверю. Где-то дергает, не дергает. Это достал, смотрю, есть натяжечка. Сразу проверим. Так, а потом уже вернусь и насажу. Или наживлю. Так, пусть пока побудет. Может, что-то еще попадет. Отлично, Инскадан. Идем дальше. Так, друзья, здесь вроде бы тоже натяжечка есть. Смотрим. Что-то идет. Ага. Еще сижок. Отлично. Второй сижок. Ну, не пусто, уже хорошо. Хоть что-то клюнуло. Сначала проверю удочки тогда, а потом уже продольники на палках, потому что удочки быстро идут, где-то дергает, где не дергает. Так. Вот так вот иду и проверяю. Так не видно. Так, что-то непонятное.
Или ёрш, или что-то такое. Что-то есть вроде бы. Или не пойму. Ага, так и есть ёрш. Ладно, потом с тобой разберемся, некогда. Тоже что ли ёрш? Но не рыба точно. А ёрш не рыба, да? Тоже ёрш, походу. Нацепились эти ерши. Вон на каждом крючке, бляха. Ладно, друзья, пока выключаемся, где будет что-то существенное, покажу. Вот здесь, возможно, будет что-то существенное. Есть надежда. Ага. Тут, наверное, опять все запутал. Тут вчера было сиг и запутал обе удочки. Сегодня, походу, такая же петрушка. Что-то запутано. Что-то где-то запутано. Не это. Нет, здесь нормально все. Значит, кормушку запутала. И здесь вроде нормально все. Значит, кормушку. Скорее всего, сижок попался. Вот, ага. Кормушка. Как мне тебя отпутать теперь? Только так. Только так и больше никак. Не знаю, осталась ли рыба. Но была это точно. Так, лучше было бы, наверное, в обратную сторону. Леска бы выдержала эту кормушку. Ага, вон сижок. Вон кормушка. Енскадан. Третий сиг. Это очень хорошо. Все-таки к кормушке подошел. И вчера здесь был хороший сиг. Заглатываю до желудка. Тихо, 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 тихо. Так. Ладно, друзья, пока выключаемся. Буду распутывать. Так, друзья, здесь у нас тоже натяжка. Смотрим. Смотрим внимательно, смотрим. Похоже на сига. Ушел. Ушел собака. Надо же. Досадно. Значит, был слабо зацеплен. Не успел заглотить. Значит, не мой был. Ладно, потом будем по темноте насаживать под фонарик. Пока светло. По-быстрому проверим сейчас. Чтобы самим посмотреть и вам показать. Так,
что-то здесь тоже есть, похоже на ерша. Он самый. Ладно, потом тебя отцепим. Налима нет, видите, сколько ершей. Был бы налим, он бы их проглотил. И все, вот и крайний продольничек. На 3 крючка. Здесь вчера сига дал он. Посмотрим, что сегодня он даст. Тут он с кормушечкой. Сразу не определишь. Потому что сама кормушка сама по себе тяжелая. И нету. Что-то есть небольшое. Ёршик, походу, опять. О, нет, сижочек. Сижочек, селедка. Селедочка. Хорошо. Мал, золотник да дорог. Ну и все. Остались продольники проверить. И будем насаживать. Так, что смотрим. Продольнички нам сегодня пока ничего не дают. 3 палки проверил. Кроме ершей нифига. И здесь пусто. Так, а здесь вроде бы какая-то натяжка есть. Да, похоже на сига. Похоже на сига, друзья. Вот он. Нет, это хариус. Это хариус. И все. Ваня, смотри, красавчик какой. Хариус. Янцукадан. Заглотил до желудка. Вот так вот. Янцукадан, красавец. Красавчик хариус. Ну, продольники, палки тоже сработали. Хотя вон остальные черви все целые. Так, что? На Сильвере села батарейка. Достал 4-ю GoPro. Не знаю, насколько хватит батареек. Снимать пока нечего. Так, что-то вроде бы есть. Небольшое. Может быть, это ёрш. Ну да, это ёрш. Остальные черви все целы. Так. Да идите в воду. Холодно, замерзнете. Не в заглот, пойдет для живца. Так, ну вот и осталось 2 последние палки, что вчера добавил. Если есть что-нибудь, то хорошо. Что-нибудь вроде бы есть. А нет, это мой ёрш насаженный. Что-то еще там небольшое. Тоже походу ёрш. Да, все-таки есть ёрш. Потом разберусь с ним. Пойдем посмотрим еще. Пока не стемнело, крайнюю палку.
и будем подводить итоги. А то сейчас темнеет, вообще ничего не будет видно. Ну все, смотрим. Смотрим напоследок, что нам дал рыбный бог. Ничего интересного. Ёрш. И там, походу, тоже еще что-то ёрш. Пусто. Пусто, друзья, пусто. Все. Все, пошли. Пока не стемнело. А что пока не стемнело? Что туда-сюда ходить? Все равно будем общие итоги подводить. Потом все сделаю. Наживлю. Закину эти две палки оставшиеся. Потом пройдусь с фонариком, уже стемнеет, по удочкам. Сделаем все красиво, чтобы завтра что-нибудь добыло. Что я могу сказать? Много целых червей, это значит хода рыбы пока нет. Рыба пока не идет, или у нее нет аппетита. Но на озере с утра поклевала. Когда хороший клев рыбы, когда идет ход хорошо, целых червей не бывает. Или висит там ёрш, или он пустой, значит был сход. Если висят целые черви, это значит что-то не так. Но ничего страшного, главное не пусто. Это очень хорошо. 4 сига, хариус, и возможно там еще что-нибудь да будет. Потому что я мог и ошибиться, перепутать ерша с сигом и так далее. В общем, вечерком подведем итоги. А пока работаем, наживляем, отпускаем, готовим палки, готовим удочки к завтрашней проверке. Григорий там тоже что-то ругается. Настроение пропало, потому что удочки, которые он вчера поставил, не принесли результата, ни язя, ничего. И сидит, ворчит, что-то без настроения. Ладно, ничего страшного, из избушки поднимется. Все. До подведения итогов. Друзья, у нас хорошая новость. Проверяю продольнички, которые вот такие вот старинные мои древние продольнички по 3 крючка. И вот Бог дал нам еще одного такого красавца хариуса. Я уже съемку не производил, потому что темно. Особой надежды не было. Он попал, и попал на мелководье и на песке. Вот так вот. А мы хариуса ищем на камнях. Так что на песке тоже он есть. Я вот туда кормушку кидал вчера, творог. Возможно, он подошел к творогу, к запаху. Хотели же вчера палатку ставить здесь. Возможно, творог с комбикормом сделал свое дело. Ну вот, друзья, можно подвести и итоги. Так, вот это мы поймали вчера. Вот это 2 язя и 3 сига получается. Сегодня нам продольники дали вот сверху 2 хариуса и 4 сига. И 2 такие щуки большие, где-то килограммом по 2, наверное. И 1 полторашечка примерно. Вот это. И 73 окуня разной упитанности. Вот это самый крупный, где-то грамм, наверное, на 300. Остальные мелочевка, конечно. Ну, есть такие средние, с ладошечку. Нормально. Еще есть завтрашний день. Завтра с утра также идем на озеро. И вечером выезжаем домой. По пути проверяем продольники. Что-нибудь, надеюсь, еще попадет. А теперь в избу и ужинать, и отдыхать. Гори, гори, моя звезда. Эти надо. Налетай, подешевела. Было рубль, стало 2.
Было рубль, стало два, налетай подешевело. Было рубль, стало два. Так, что у нас с рыбацким напитком? Лапки я помыл. Кончился, что ли? Лапки я помыл. А там он... Что, нет? Не это. А это не это? Нет. Это не то. Это не То это. не это. Это не то. Это не то. Вот это, вот это. А, это... Вот это рыбацкий напиток Шондибан. Миша косолапый. Миша косолапый проснулся. А что-то не видали мы следов нигде. Но тут-то нет, а там... Где было? Не знаю, где-то видели. ВКонтакте видел. На седьмой ветке, что ли, где-то видели. А, ну, то на седьмой ветке. Далеко, да. Далеко. Мы ж с Игорем Ближе тогда, подходи. мы тогда с Игорем видели в этом. Вот на Козьявере. Ну, Где- это уже последний лед был, наверное, да? Ну да, но еще дорога конная держала. Мы же на снегоходе Каждой приехали. лунке, да, говоришь, подходил? Да, там же это, где Ерши, видимо, подошел к той лунке. Ну, следы вот такие, вот небольшие. Вот такие вот следы. Совсем небольшие. Совсем небольшой. Прошлый год я в апреле одного медведя сначала, ну, следы видел тоже. Еду один, последний я закрывал, там никого же не было. Тоже поперся, блин, на речку. Потом в другом месте одни чистые следы, у второго грязные. Видать, Ну, копался. копался где-то, следы грязные, или только встал, я не знаю, блин. Я уже карабин поближе поставил, думаю, нафиг такие. Мы с Игорем на мыл ушли. Короче, ну, по лугам там едешь, и такой поворот крутой перед бордюром. И направо там дорога, так и спуск, и по лугам. И мы туда на угол шли, там такое место глубокое, там сик, окунь останавливается, все, хариус, тут перекат же. И уже почти дошли, блин. Осталось, ну, метров 150. И бугор весь разрытый, блин. Вот такие вот следы. И вот такие следы. А, Медведица с медвежонком. Я говорю, ну что, Игорь? Игорь встал. Пошли нафиг назад. И мы Не пошли? вернулись, не пошли на речку. Без руля, Ну совсем свежий. Блин, знаешь, глина это. Блин, там разрыл снег еще ж кругом. Мы на лыжах идем. А это все разрыто. Так, ну что, Григорьевич, давай подведем итоги сегодняшнего дня. Что, ну я считаю, не совсем плохо. День получился. Ну да. Порыбачили на озере, порыбачили на С реке. утра по-быстрому. было весело на озере. Как-то. С утра ты, я смотрю, аж сиял сразу без Ну хоть, червя. блин, ну хоть это. Окуней без- подергал. То без червя, то наблеснут, то 73 штуки, но мелкие, крупные, но все, это. Ну какая разница? подергали. Окунь. Мне главное, что он клюет. Мне-то какой. Клевал же он в течение дня. Там, Да. там потихонечку клевал. Да, потом по 4, а сразу. А там мы вчетвером тогда 18 штук поймали первый раз. Ну вот. Мы сегодня Мы сегодня еще вдвоем 2. Сколько говоришь? 40? 73. А, ничего себе. Плюс 3 щуки. Хорошие щуки. Красиво. Красивые щуки, да. Золотые. Вот почему у нее такая расцветка? как Цвет воды, наверное. Да, такой розоватый даже. А окуней заметил, да? Да, ну, Светлые тоже появились. Да. Может, те, которых мы запустили с другого озера, Может быть. Всё. А что? они Они приживутся, да. и будут белые окуни. Конечно. Они же там мы запускали вот такие, они тоже с икрой были. С молоками. Вот такой окунь Нет, уже так не быстро растит. это за год-то не вырос, наверное. Не, ну, это может и не те. Ой, спать хочу. Сегодня вроде и поспали, Нормально. но устали тоже. Я сегодня. А вот по буксировщику, то, что с воды, я теперь вот понял, мне надо было подсоединить фиксацию. У меня же есть фиксация. Да, вот, и все, и он бы... И он бы не тонул, он бы на корыто бы уперся, а корыто бы протолкнул, и все, он бы выскочил с первого раза у меня. А так он раз, и бровку он не может залезть, он, получается, упирается в опирается него. в порог. Нагоняет там тоже. А была бы сама фиксация, то есть она есть у меня, только надо было подсоединить, подключить. И все, букс бы не тонул, и вместе бы с первого раза и вылетели бы. Ничего себе ты хреначишь. Ну, это же женщин. Женщин, Да. чтобы любил женщин.
Женщин, да. Хе-хе-хе. Это хе-хе-хе, а не хрен. Давай. Ну ладно, за хрен. Рыбалку. На ужин у нас сегодня консервы, домашние консервы, перловая солдатская каша с мясом. И плюс еще целый контейнер гуляш домашний. Да, несколько крупинок каши, остальное Мясо. гуляш. Испортил кашу полностью. Я не знаю, как даже кушать сейчас. С хреном Как поэтому каша. и буду. Ну, Мясо дай, больше, чем перловки. ну дай бог здоровья. Эх, подписчикам не налил. А, Эх. ты выпил, потом вспомнил. Ага. Я пью, смотрю на стол, а третьей рюмки не. А это потому что мы третью с собой брали туда. Угу. Тут и медвежатина, и оленинка, и все вместе. Была бы такая солдатская каша. Без ничего, да? Есть каша солдатская, есть каша рыбацкая. Угу. Вот это каша рыбацкая. Без рыбы. Вчера рыбный день был у нас. Да. Можно? Я хотел пару штук белой рыбы на малосолку почистить, а Да не, у нас похолодало. жатвы. Жатвы. Похолодало, да. Не, жатва жатвой, а свежачок-то бы сейчас бы умяли по кусочку-то. Но похолодало, это мороженое возиться и так целый день руки в снегу. Рюкзак у меня полностью сырой, напрочь. Весь аппарат, вся аппаратура намокла у меня сегодня. Не знаю, будет работать, не будет. Все повербанки, А у меня только вот это все вот. фотоаппараты. Все... Вот эта бочина. Я удивлялся вообще, как ты сухой остался. Я взад сдаю, я смотрю на тебя, что я тебе... Вот у меня вот тут вот сырочек. Туда-то едет, корыто плавает, ты как на лодке получается, до дна не достает. Да. А Это обратно начинаю толкать, она в воду и набирает. я получается. подсунул это. Матрас. Матрас упирался. Матрас. Матрас же поэтому мокрый. Если бы я взад не сдавал, ты бы вообще сухой был. Конечно. А потом смотрю, вот что корыто-то отсоединил, Туда же корыто начало поперек вот так вставать, и тогда сильно намокло. И когда зад сдаю, мне в корыто полностью заваливает вода. Твое-то, да? Ну, вот так. Видел волны какие? Как катер. КС. Не, дури до хрена, да? Согласись? Ну да. Это, считай, полное корыто воды у меня было. Там 100 килограмм веса, наверное, в Какой корыте. больше? Ужас. Я думал... Нет, выехать-то бы он выехал, если бы не подъем, а по прямой. Он бы все равно заскочил. А тут подъем, и он упирается. Там еще лед Там вот этот. как раз вот берег. И он гонит ее, гусянка, вот сюда. Все, корыто залезло. А корыто вот так. А если бы зафиксировано, она бы... Была бы фиксация, вылетел бы, да? И все, он бы... Высокая гусянка зашла, а зад-то толкает, и все. Это зацеп. И ровно бы. Завтра фиксацию поставлю, еще попробую. Но я без корыта. Я повезу корыто руками лучше. Сегодня Григорьевича оставил. Доезжаю до избушки. Оборачиваюсь, я говорю, ну, наконец-то приехали. Ивана нету. Обычно всегда оборачиваюсь. Но прицепном я уверен на все 100, и как бы, чтобы оно отцепилось, ну, не может такого быть. Смотрю, нет корыта. Ну, километра 1,5-2-то, наверное, я проехал. Ну, Идет, тащит корыто, я говорю, ты что, говорю, не зафиксировал, что ли? Все зафиксировал. Смотрю, а он не внутреннюю сторону, а в наружную сторону зафиксировал и вырвало, короче. Остался с корытом. прикорыть. Осталась старуха с корытом.
Иван, наверное, думает, это, наверное, Гена в отместку, да? Специально, блин. Прошлый год на бурлаке катал меня. Прошлый или позапрошлый уже. Ну, Еду. Балдею, сижу в санях сзади. Тут такой удар. Бах! Меня аж по сани подпрыгнули. От саней дышло, отсоединилось, воткнуло в землю и меня вот так вот аж. такая Я давай сразу орать ему. Ваня! Ваня! Сзади бегу за ним. Бегом, Не думаю, слышу. догоню. Ваня, турррррр. Кричал, свистел. Бесполезно. Потом достал телефон, связь была, начал набирать. Доехал уже до Покчи, до деревни. почти. Рассказывает. Кто-то звонит и звонит. Да кто такой надоедливый, говорит, взял телефон, смотрю, Гена. Че он мне звонит, говорит, корыто сидит. Повернулся, корыта нету. Километров 5 ухерачил. Тоже взял корыто и иду потихоньку. Километра полтора-то, наверное, я прошел пешком. Ни разу не повернулся, говорит. Телефон звонит, да и ладно. Думаю, сейчас подоеду, да и поговорю. Че, говорит, Гена звонит? Думаю, в карете сидит и звонит. Что, крикнуть не может? Ну, сегодня в моей шкуре побывал. Да, так он же это... Он летом ездит по болоту. На склизах-то сильно по летом не покатаешься. У Ну, меня склизовая подвеска. я говорю, вот эти на катках. По болоту, по тундре хуярит такое. По тундре. Это, Простите меня, пожалуйста. Забыли мы права, забыли. по тундре на буранах, блин. Якуты чешут, только шуба заворачивается. Так, вот это вот обманчиво вот в крае висит. Я как-то пошли мы морожку собирать. Я так смотрю, думаю, ну знаешь, как это, как в сказке. Ну, такие силуэты. Как раз, да, как раз такое розовое небо. И 3 упряжки, олени и эти, с каюками. И как раз вот так по горизонту. Блин, вот там бы сфотографировать. Друзья, это вам? красоту. Присаживайтесь к нам. Приятного аппетита. Вон перловая каша сегодня у нас с двойным мясом. Мясо, что было в каше, и мясо Без каши. в гулясе. Касса и гуляса. Да, так что смотрю, блин, такая красота. Думаю, что ты как в сказке, блин, едут. И так одинаковая скорость, блин. Ваше здоровье. Да, дай бог здоровья. Всем здоровья, здоровья и еще раз здоровья. А остальное это так себе. Будет, не будет. Так, и все-таки вчера телефон был на зарядке, сегодня пару комментариев прочитаю, если вы не против. Если против, так и скажите. То кто будет против? Немного, долго не задержу. Ну что, поехали. Дима Скорюков. Дядь Гена, привет, с апрелем тебя. Скоро Пасха, смотрю вас сейчас. Юрий Яковлев. Ура, дядь Ваня на рыбалке, байки и рассказы бывалого рыбака. Так что будет еще. Самое интересное, стоит только мне камеру выключить и начинает рассказывать. Вчера то же самое было, сегодня то же самое. На камеру или начал стесняться или еще что-нибудь. Кого? Только стоит камеру выключить и начинаются вспоминания. Вот все, как бы было им вместе послушать, как ты вот с деньгами с Москвы уезжал. Ты что, это ж кино можно снять целое. Это целое. Потом, что ты мне еще вчера рассказывал? Ну, как электростанцию-то ладно. А там Яковину вот вспоминали вот это месте, как ты сюда попал опять же вчера. Да, гости до сих пор. Когда сестра была еще жива, приезжаю в отпуск.
Все спрашивает, ну что, когда гости кончатся? Я говорю, да не выгоняют, так и пока гостюю. Сергей Кондаков. Да, техника «Ураган» с первых пробных выездов зарекомендовал себя. Удачи, други, и будьте здоровы. И вам здоровья. Андрей Лазарайтис, Архангел Рыбак. Енцикадын, Григорьевичу огромный привет. Не Енцикадын, а Енцикадын. И вам привет от нас. Андрей Лазарайтис, Да. Архангел Рыбак. 89 644 21 75 70 Дмитриев. С днем охотника и рыбака, Енцикадын. Оказывается, праздник какой-то был. Дмитриев. Дмитриев. Рыбака. Ну, Ну, это же не сейчас. ну, Это же осенью. ну, это нет, это сейчас. Вот именно свежее. Вот только что мы с тобой поехали. А, ну так нет, ну такого праздника сейчас нет. О. Насколько я помню. Ну да, ну. Для нас всегда день охотника и рыбака. Пошел, да. Вова Ландин. Кучу приветов я уже передавал, и мне не трудно, передам еще несколько, хоть каждый Кучек. раз. Да, еще Несколько кучу. кучек. Смотри, что он... Нет, как вот не передать, если читаешь вот такие добрые комментарии. Гена, привет. Ты, как всегда, красавчик, молодчина. Спасибо тебе большое, твое любимое видео, все нравится. Сразу, несмотря видео, ставлю лайк за твой труд. Гена, передай, пожалуйста, привет моей жене Ландиной Наталье и мне, пожалуйста, если можно. И, как всегда, здоровья, счастья, успехов и процветания в твоем канале «Золотая кнопка наша». Твои бы слова, Вова, да Богу в уши. Наталье твои привет, и тебе, Вова, привет, огромный привет. Это еще не все, дальше. И пускай тебя оберегает ангел-хранитель, и самое главное, дай Бог тебе побольше здоровья и всего-всего побольше, чтоб ты не пожелаешь. Пускай сбудется, человек ты хороший, и кто что не пишет, не обращай внимания. На это низкий поклон за вашу работу и за ваше старание. Спасибо, Гена. Как не передать привет? Такой добрый комментарий, да? От души огромное спасибо. Просто читаю и понимаю, что вот в принципе то, что мы сейчас делаем, это мы делаем как бы для себя. Мы это всегда делали. Да, заснять кое-какие проблемы. Вот сегодня, допустим, одна щука ушла из-за того, что мы включили камеру, чтобы показать, как крутится. Она ушла. А вот так бы сразу подсекли, она, возможно, была. Кое-какие, конечно, издержки есть в том, что съемки идут, но с одной стороны, с другой стороны, это же для истории. Если не пропадет YouTube, это увидят и наши дети, это увидят и наши внуки, это увидят и ваши внуки, это увидят все, это будут смотреть. Это не пропадет. Это останется уже для истории, правильно, да, Григорьевич? Да. Вот в чем прелесть-то. Не то, что сегодня, мне вот, допустим, уже самому интересно посмотреть ролики двухгодичной давности, 18-17 год. Да, когда начиналось. Да. Уже интересно. Так что, Воландин, передам еще не раз. Не переживай. Виктор Мор. Не, Гена, ты свой напиток не выпьешь. Ты мне больше наливай, не жми, Данке. Блин. Ну, а Виктор. что тебе, кружку? Нет, вот. Больше так больше, господи. Мне что, жалко, что ли? Конечно. Это, кстати, Виктор Мор придумал, чтобы третью наливали. Хорош мне. Мне хорош. Не, чтобы усталость рукой. Вчера-то нормально помогло же? Ой, вчера так помогло, я сразу уснул. Поспали хоть сегодня нормально. Но все равно я ведь жаворонок. Я чуть в окно свет пошел, я уже не могу спать. Я сразу прохладно стало, я укрылся, я говорю, пусть хоть что... Нет, так и мне было прохладно. Я не стал топить печку, я одеяло это закинул просто на спину. Нет, надо, поспать надо, потому что без сна это и нагрузка на организм тяжелая. Мы все-таки еще уснул. Не книжки же читаем. Да. Так. А я не знаю. Трой. Гена, привет. По случаю нам привет передавай, лайк. Это Трой, медведь вот в шапке, видишь, аккаунт. Угу. А это Александр Хусаинов с Ямала. Угу. Саня мой товарищ, мы с ним по WhatsApp переговариваем, иногда вместе даже выпиваем рыбацкий, так вот, видеосвязь делаем, когда дома. Сейчас, Саня, видеосвязь не сделаешь, здесь интернета нету. Огромный тебе привет, Саш. Спасибо.
Я с кумом теперь на Украину разговариваю по видео. По скайпу, как говорит. Ну, включите, вы что, без скайпа, что ли? Так почему? Камеру включите. Я говорю, так сейчас. Включаю камеру. О, я вас вижу. Вот, я тебя тоже вижу. Я говорю, а где волосы? Ай, да они ушли. Я говорю, умные волосы. Так что, Саша, когда будет связь, мы обязательно сделаем видеосвязь, когда интернет будет. И ты сам себя увидишь в прямом эфире. Это будет. Тут я тебе ответил уже. Ты, наверное, прочитал. Сегодня ночь новый выезд. У нас еще неделю теплынь. Волос хватает. Ну и все, наверное. Давай еще пару. Гена, привет с Кубани. Ну ты просто красава с большой буквы. Так, это кто у нас? Вот сколько я тебя смотрю, просто удивляюсь. Как мне хочется с тобой вмазать рюмку-другую, посидеть в избе, порыбачить. Короче, всех благ тебе, здоровья тебе и твоим близким. Ну если приезжай, ты меня в чем дело? вспомнишь о своей избушке и передашь мне привет, я буду очень рад и признателен. Всех благ тебе и развития канала. Да, совсем забыл, меня зовут Серега. Вот, Серега, Аккаунт, приезжай. аккаунт 3 семерки. 3 семерки это портвишок. 3 сапога. Да, Серега, огромный тебе привет. Хочешь? Вон, пожалуйста, все Да. налито, все, закуска есть, выпить есть. Да. Этого добра Хрен хватает. употребляешь? Рыба есть, только надо уметь ее ловить, да? Как все-таки просто так она не клюет, согласись, Григорьевич, Нет, да? нет. Вот нет. сегодня Григорьевич матерится. Ёшкин кот, 16 крючков и ни одной рыбы. 16 продольников. Продольников. По 3 крючка. По 3 Это крючка. 48 И ни одной рыбы крючков. И ни одной. И червяки только 2 откушены. откушено. А дело оказывается только в том, что ясь прошел, язя сейчас нету. Язя Ни крупного... налима, ни язя, Ни никого. налима нету, да. А червяк крупный. Даже ёрш не берет. Ёрш, хариус, сир не берет. А у меня вот крючки маленькие, червячки тоненькие. И сишки вот идут, попадают, и хариус, видишь? Вот Григорий что. сказал, ну вы мне еще попадетесь. Я, говорит, сделаю маленькие крючки, Вообще. накопаю червей, как мотыля, говорит, и пипец вам, говорит, будет. Конечно. Ну я же думал, ну ясь-то, я же весной ловил язя. Ну, Чем прошел. крупнее червяк Да-да-да. на фидер. Кинул, блин, Просто- 2 фидера, я не успевал. Это не открытая вода, это зима все-таки. Нет, у нас тоже ловился, тогда я шел. А сейчас, видать, он прошел, вот это 2, видать, еще с той партии остались, ну, то, что висели они. А свежего и партии еще нету. Он появится, я так думаю, за дней 5 до ледохода. Вот он валом пойдет. Вот тогда только успевай будешь менять. Вот надо, только лодка нужна, чтобы без риска. Надо сюда привезти. Да. Так что, Серега, огромный тебе привет, 3 семерки. О, Вова Ландин. Ну, еще раз Вова Ландин. Гена, привет, все вервел. И Эн Цикадан, чтобы повезло тебе с добрым утром. Хорошего улова. Передай привет, пожалуйста, моей жене Ландиной Наталье. Ландина Наталья, ты уже знаменитость. Да. И мне, как всегда, здоровья. И тебе, Вова, привет. И всем привет, всем моим друзьям. И, как всегда, здоровья, счастья, успеха, процветания в твоем канале. Пусть тебя оберегает ангел-хранитель. И дай Бог тебе здоровья, твоим близким и родным. Вова Ландин, за такие добрые слова я готов читать дни и ночи твои комментарии. Честное слово. Ну все, на этом закругляемся. У нас ангел Петр Павел. О, ладно, еще один. Валентин Смирнов. Гена, здравствуй. Вот сел посмотреть твой видос. Ты завтракаешь. Ну, я кушать не хочу, а чайку за компанию дерябну. Если не сложно, по возможности передай привет. Ну, давай, удачи на реке. Валентин Смирнов. Привет огромный. И на этом точно завершаемся. И все. И тут еще Наташа Михайлова. Спортсмен, ё-моё, класс. Это, видать, к этому... Ролик тут был, я 50 раз отжался, утром проснулся, я 50 раз. 50 раз отжался, спортсмен. Я не спортсмен, я вообще как бы спорт не уважаю. А физкультуру по возможности и по времени, если есть, почему бы нет, да?
Да. Потому что спорт это травмы, это риск. Да, риск. И зачем вот стремиться к каким-то там Да, рекордам, вершинам, да. рекордам там туда-сюда. Лезешь к вершинам, потом Да, резко упал. Да, и сломался, очнулся гипс на всю жизнь. Да, и сам себя потом не любишь. Да. Зачем? Гипс в виде мраморной плиты, блин. Нафиг нужен Нет, такой. я тоже, Спорт я не люблю. Я с детства люблю А, спорт. Я подтягиваюсь, Это зарядка. бегаю. Это зарядка. Да, зарядка, но Да. это же не А спорт это профессиональный. Ну, Я правильно, это спорт, это соревнование. никогда в жизни качалку не ходил и не собираюсь. У нас вон на работе был спортзал, есть все. Ну, я приду так с утра, ну, там тягают, блин. Это сейчас когда уже? Да, вот я ходил тоже, я каждый вечер. А что делать? Там бильярд погоняю, потом вот это, ну, поставлю там 3 блина. Легко поднимать, там на ползучках это. Ну. Что, там же не страшно. Это я в армии, когда штангу, я 110 килограмм, между прочим, поднимал. От груди? Да. Нет, так? Да. И потом, короче, поднял и по помосту, блядь, и помост кончился, ладно, маты. И я упал на мат, и штанга мне вот здесь вот. Хорошо, блины упала. большие были, да? Да. А вот сюда бы упало-то, я не знаю, зубов бы до сих пор не было, Ну, не видишь, выросли это бы. драма. И после этого я, короче, сфотографировался на фоне там, ну, слава ракетной техники на этом плакате. Сфотографировался со штангой и бросил. Я на перекладине раскачаюсь, передний вылаз, потом стойку делаю. Сейчас делаешь? Да, вот на солнце выходить. Но я боюсь солнца. Уже были бы ремни. Нечего. Не, делать. какое солнце. А так пойдем с перелетом, потягиваем, все Да, делаешь, да? Да. 74 года скоро будет. 6 июня, как у Пушкина. 6 июня, так что ждем поздравлений на 6 июня. Пушкин тоже гулял по моим краям. Говорит, отец говорит, я говорю, что ты у меня рождение как у Пушкина? Отец говорит, у нас тут в Балке жили цыгане, и сюда приезжал Пушкин. Я говорю, кто тебе сказал? Мне говорил мой отец. А я-то его думаю, отец. что вы все кучерявые? Да не, ну Пушкин, что мать тогда, я не знаю, как была, не была. Но, говорит, он тут ездил с цыганами по Бессарабии, гулял. Да. Да. А так у него есть даже что-то, какие-то записи я читал там про Бессарабию, но, ну, понимаешь, как это мне это не интересует. Был ли там Пушкин, не был, но цыгане были, я это помню. Понятно. Потому что был один пьяный, не пьяный цыган, а немой. Немой. Была Пасха. А знаешь же, цыгане ходят на Пасху, там яйца крашеные, и все, они же по селу ходят, собирают, и у них как склад там был. А там, где они жили, короче, одни жили у балки, а вторые там наверху была площадка такая, ну, как бы у нас говорят, ну, плац такой, не занятый. Они там, несколько шатеров было, и они там, у них как склад был. И этот немой охранял это. И, короче, пацаны там, ну, дурачки, соседи там, залезли в этот склад. Он одного поймал, но он же немой, он глухонемой, он не понимает, он пока кровь не увидит, бьет. Он там, короче, этого пацана чуть не убил. А как он поймал его? Слышит, значит, получается? Нет, А как он... случайно просто увидел. ну... А эти-то нырнули под шатер, он раз в шатере этого поймал. Они там, да я не знаю, ну что им, у каждого дома было и яйца, и это, и Пасхи, и что ты хочешь. Зачем туда лезть к цыганам? И пацана так отметили, тот чуть кони не кинул. Зато, наверное, на всю жизнь урок понял, что нечего воровать. Чужой не тронь. Давай. Долго задерживать не будем. Ну дай бог. Не будем задерживать, а то ребята ждут. Давайте всем друзьям привет. Да. Всем привет, которым не передавал привета. Знаете, что читаю комментарии все. По возможности отвечу на все комментарии. Пока справляюсь. Ну, может быть, декабрьские пару роликов не ответил. Ну, там действительно шли один за одним. Сейчас тоже пойдут один за одним.
Вот пока мы здесь, ролики идут, идут и идут. Когда я буду отвечать, не знаю. Тогда, когда в избушке будет интернет. Чтобы вечерами. А сейчас ночи короткие, не получится. Ну, Сейчас надо и отдохнуть тоже. Так что не знаю. Ну как-нибудь найдем выход из положения. Спасибо за внимание, спасибо, что смотрите, Да, спасибо, дай что Бог. комментируете. дай бог До свидания, здоровечка. всем пока и увидимся завтра. Да. Завтра у нас рыбалка на озере, сбор урожая, то, что Печора нам даст, и домой. Завтра выезжаем домой, чтобы немного отдохнуть пару дней и вернуться сюда обратно. Скоро весна, скоро будет последний лед, и мы это никогда Не не пропустим. Ни в какую. Будем здоровы. Дай бог. Вот так вот. Как-то так. Как-то вот так вот. Получилось хорошо. Очень даже хорошо. А мы буровой сказали, да? А? Буровой сказали уже? Да вроде бы. Ну, бурвой. Буровой.